Серьезную угрозу для безопасности дорожного движения и жизни многих людей представляют водители в нетрезвом состоянии. Алкоголь расслабляюще действует на мозг и нервную систему человека. Умственная деятельность водителя и реакция затормаживаются, утрачивается чувство скорости, появляется излишняя самоуверенность. Ежедневно сотрудниками госавтоинспекции МВД по Удмуртской республике задерживаются десятки водителей, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Все это свидетельствует о том, что многие водители до сих пор не осознали всю преступность своих действий. Ежегодно на дорогах Удмуртской республики происходит более сотни ДТП по причине управления транспортных средств в нетрезвом состоянии, в результате которых более 40 человек погибает. Люди по всей стране не отдают себе отчет в том, что рискуют не только своими жизнями, но и жизнями других людей. Так, например, в Удмуртской республике 32-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на одном из поворотов не справился с управлением. В результате водитель и двухлетний пассажир получили серьезные травмы и в бессознательном состоянии были доставлены в больницу. Нетрезвый водитель «Газели» не справился с управлением и совершил съезд в правый кювет, врезавшись в столб. Водитель не был пристегнут ремнем безопасности и при ударе выпал на дорогу через боковую дверь. От полученных травм мужчина скончался на месте. В Ижевске женщина, управляя автомобилем в состоянии опьянения, врезалась в дерево. Несовершеннолетняя пассажирка, находившаяся на заднем сидении, не пристегнутая ремнями безопасности, от полученных травм скончалась на месте происшествия. В Игринском районе водитель автомобиля ВАЗ-2109 отказался от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и пытался скрыться от сотрудников госавтоинспекции. В результате недолгой погони нетрезвый мужчина не справился с управлением и допустил занос транспортного средства и столкновение со встречным грузовым автомобилем. От полученных травм водитель скончался на месте. В последнее время все более часто обсуждается вопрос об ужесточении ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии в виде конфискации автомобиля. В ходе проведения профилактических мероприятий сотрудниками госавтоинспекции Удмуртской республики пресечено уже свыше 7 тысяч административных правонарушений, связанных с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения либо невыполнением законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования. Преступная халатность водителей часто приводит к трагическим последствиям. Поэтому очень важной остается необходимость профилактической работы с населением и пропаганда соблюдения правил дорожного движения. Так, все дорожно-транспортные происшествия, в которых участвовали водители, имеющие признаки опьянения, получили широчайшую огласку. Общение сотрудников госавтоинспекции с такими водителями обнародуется в СМИ без сокрытия лица правонарушителя, так как такое обнародование не противоречит части 1 статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации и осуществляется в интересах привития нетерпимости к фактам управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Сюда на камеру смотрите. Перед визом я не пил. Хотел скрыться. Почему сейчас не трезвом состоянии? Подошел на пост, я сам пришел на пост. Да, на пост я сам пришел. Да испугался. Я думал, он живой, может, я хотел его поднять, а он, вижу, когда употребляли спиртные напитки? Спиртные напитки я уже пил потом, перед постом. Где купили? У меня было. Ну как было? Смотрите, на камеру смотрите. Сколько употребили? Ну, может, 150-100. Госавтоинспекция по Удмуртской республике обращается к участникам дорожного движения. Если вы стали свидетелями того, как водитель, находящийся в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, управляет транспортным средством или только собирается сесть за руль, убедительно просим незамедлительно сообщить об этом в дежурную часть ГИБДД по телефонам 8 34 12 940 700 и 8 34 12 940 701, либо в дежурную часть МВД по телефону 02. Для оперативного задержания нарушителя необходимо сообщить марку автомобиля, цвет, государственный регистрационный знак, адрес нахождения автомобиля и направление движения. Просим также информировать о нахождении на проезжей части или вблизи ее нетрезвых пешеходов, велосипедистов. Проявленная бдительность позволит спасти человеческие жизни.
places, worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow.